Добрый день! Сегодня с вами Екатерина Ардашева и наш оператор Алексей Гаврилов. Мы находимся возле Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. И сегодня здесь произойдет знаменательное событие. Здесь открывается научно-просветительская конференция и Удмуртский сад. Давайте понаблюдаем за происходящим. Уважаемые гости, всем добрый день! Я рад приветствовать вас на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, тема которой фундаментальные и прикладные исследования в интродукции растений и сохранении биоразнообразия, посвященная 30-летию отдела интродукции и акклиматизации растений Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. И чтобы сразу же поддержать благоприятно настроенную грядущую конференцию, я приглашаю на нашу сценическую площадку фольклорный коллектив «Бабушки из Буранова». Поприветствуйте. С добрым солнечным днем, гости дорогие, на нашей благодатной удмуртской земле. Мы, оказывается, сегодня вообще не случайны. Мы даже не знали, куда и кому. Я даже не вникла, а сейчас поняла, что как здорово, что мы вас встречаем. Потому что бабушки прям после огородов. И все это так знакомо, так радостно и так здорово, что вы этим занимаетесь. И значит, мы будем жить. А встретим вас удивительной песней. Золотой серебряный клубочек не помещается в моем маленьком сердце. А вы, дорогие гости, не помещаетесь в моем маленьком сердце. Вот такие красивые слова в этой песне. Это старинная гостевая песня. И не случайно она здесь. Вы не переживайте, мы споем буквально 2-3 куплета. На самом деле песня большая, 20 куплетов. Но достаточно будет 1 или 2 куплетов, чтобы вы поняли, насколько это красиво. Как хорошо, что ваше большое мероприятие начинается с бабушек. Бабушки — это корни. Я надеюсь и я уверена, что у вас все получится и будут хорошие результаты вашей конференции. Дай вам Бог. Друзья, поаплодируйте, пожалуйста, нашим специально приглашенным гостям. Они обязательно к нам вернутся, но чуточку позже. А для официального открытия нашей конференции я приглашаю профессора, доктора физико-математических наук, директора Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Алиса Михаила Юрьевича. Раз. Меня слышно? Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые участники конференции, уважаемая Светлана Михайловна, Денис Александрович, Рима Римовна. Всех приветствуем вас. Очень признательны, что вы нашли возможность в эти непростые времена идеологически принять участие в нашей конференции, которая посвящена 30-летию отдела интродукции и акклиматизации растений нашего центра. Растения – это сама жизнь, работа с живой природой – крайне непростое и трудоемкое дело.
Поэтому все участники конференции и вот это сообщество специалистов, это по большому счету большие трудяги, подвижники своего дела, а мы без растений жить не можем. Сообщество специалистов очень активно откликнулось на наши приглашения. Поступило 135 заявок из 25 городов и регионов России, из 5 стран. Сейчас ведется прямая трансляция, в том числе на Ютубе. Дальше мы продолжим эту конференцию уже в режиме научного собрания. Но сегодня мы приглашаем вас еще посмотреть на ту сущность, которую предлагает наш отдел интродукции и профессор Федоров. Это этнологический удмуртский сад. Всем нам хорошо известно такое понятие, как японский сад. Вот в данном случае мы выступаем с инициативой введения вот такого социокультурного сущности, как этнологический сад удмуртский. Ну и вот эта вся работа, она, конечно, так сказать, является и продолжением той грандиозной работы, которая проводится администрацией города по развитию той среды, в которой мы живем, и руководству республики. Мы в этой работе по мере сил стараемся принимать активное участие. Всем желаю доброго здоровья, участникам плодотворно провести научные дискуссии, ну а нашему этнологическому удмуртскому саду цвести и радовать всех нас. Спасибо. Большое спасибо, Михаил Юрьевич. Поаплодируйте, пожалуйста. А к приветствию участников приглашается к микрофону министр образования и науки Удмуртской республики Болотникова Светлана Михайловна. Дорогие друзья, я рада всех вас приветствовать на территории нашего Удмуртского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Нашим центром мы гордимся. Действительно, это ведущая организация научной деятельности на территории Удмуртской республики, но и не только Удмуртии, а также и России. И очень рады были тому, что Удмуртский федеральный центр наш подтвердил свою статусность как раз тем, что он вошел в мае в число научных организаций первой категории. Кроме того, что наш научный центр решает глобальные задачи по опережающему развитию экономики, в том числе развитию нашего региона, Удмуртский центр не забывает и про сотрудничество со школами. Например, 3 наших организаций, которые попали в число школ РАМ, теперь находятся, так сказать, под опекой и эгидой Удмуртского федерального исследовательского центра. Кроме того, заключено соглашение с нашим центром одаренных детей ТАУ, и благодаря этому направление еще определенно развивается. Я очень рада тому, что открывается сегодня в рамках конференции этнологический удмуртский сад. Это тоже станет определенной вехой в развитии воспитательной работы с нашими школьниками и студентами. Хотела бы еще раз сказать добрые слова в адрес тех, у кого в этом году исполняется 30-летний юбилей. Это отдел интродукции и акклиматизации растений данного центра. Конечно, их лекции и экскурсии очень любят школьники Удмуртии, за что вам огромное, коллеги, спасибо. Ну а всем участникам конференции продуктивной работы, удачи, конечно же, здоровья, новых контактов, новых связей, всего самого-самого лучшего. Спасибо. Спасибо, Светлана Михайловна. Дорогие друзья, ну а наша конференция продолжается, и к микрофону приглашается заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации города Ижевска Логинов Денис Александрович. Добрый день, дорогие друзья. Разрешите вас поприветствовать от имени администрации города Ижевска,
Для нас очень большое и важное, и знаменательное событие, то, что именно в городе Ижевске проходит такая серьезная научно-практическая конференция. Город Ижевск, город развивается, у нас активно появляются новые общественные пространства, благоустраиваются территории. У нас есть проекты, которые мы активно реализуем с общественными организациями. И, безусловно, очень важно и значимо, если в этот процесс будут включен научный подход. Вот в текущем году у нас планируется реанимировать тот конкурс, который активно развивался в предыдущие годы. Это Ижевск «Цветущий город». И, безусловно, то, что мы будем активно применять именно научный подход с точки зрения формирования инфраструктуры, зеленых насаждений при реализации этого проекта, я думаю, это будет на пользу городу Ижевску, нашим горожанам, и сделает действительно город Ижевск максимально комфортным для жизни, работы и отдыха. Я бы хотел пожелать всем участникам этой конференции сегодня продуктивной работы. Пусть сегодня будут выработаны те решения, предложения, которые будут применяться на практике не только здесь, но и на территории всей нашей России. И, конечно же, очень здорово, что сегодня мы откроем этнографический Удмуртский сад, где, я уверен, который будет являться действительно точкой притяжения для всей активной общественности города Ижевска. И, безусловно, это будет, еще раз подчеркну, вклад в развитие и благополучие нашего города и наших жителей. Спасибо вам большое за то, что вы приехали. Всем вам удачи, успехов и продуктивной работы. Спасибо, Денис Александрович. Дорогие гости и участники нашей конференции, я предлагаю поприветствовать директора регионального образовательного центра одаренных детей ТАО Риму Римовну Бякову. Прошу. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, от имени Центра одаренных детей Удмуртской Республики приветствую вас. Наш центр носит название ТАО. По-удмуртски это «спасибо». Кроме этого, это наш еще и девиз, это наш лозунг, когда талант и активность рождают успех. Вы знаете, для нас сегодня очень ответственное мероприятие. Почему? Потому что центр был создан в 2018 году на базе Республиканского эколого-биологического центра. И история, и преемственность вообще на самом деле тянется с далекого 1942 года, когда на базе станции юнатов и опытников сельского хозяйства, несмотря на тяжелые времена, Великая Отечественная война, была начата работа по выращиванию ценных и уникальных растений. Мы продолжили эту историю. Сегодня на территории нашего центра расположен уникальный экопарк, в котором в том числе присутствуют растения, завезенные к нам с Дальнего Востока, с Европы, с Северной Америки. Я очень-очень надеюсь, что в рамках того соглашения, которое мы подписали в апреле этого года, об этом уже Светлана Михайловна сказала, с Федеральным исследовательским центром, вот такой вот кусочек Удмуртского сада появится в том числе в экопарке центра ТАО. Я поздравляю вас с этим знаменательным событием и желаю продуктивной, плодотворной работы участникам конференции. Большое спасибо, Рима Римовна, за прекрасное выступление. Уважаемые гости и участники нашей конференции, первая официальная часть нашего мероприятия подошла к концу. Мы благодарим всех спикеров за выступление и приглашаем вас пройти на другую площадку, где через пару минут начнется следующая часть нашей конференции. Прошу, дамы и господа, проходим. А пока гости и участники конференции отправляются на вторую площадку, мы совершим небольшую прогулку вместе с директором Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Михаилом Юрьевичем Альесом. Сейчас мы познакомимся с ним и зададим ему несколько вопросов.
Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Вы нам покажете немножко сады Вот своего... смотрите, вот какая здесь красота. Это все дело рук нашего отдела интродукции и акклиматизации растений. Но дело в том, что это не просто вот высадка для того, чтобы радовало глаз. Это огромная научная работа, которая проводится научными сотрудниками этого отдела для того, чтобы сохранялась Уважаемые дамы и господа, дорогие гости нашей конференции, вы можете располагаться как можно комфортнее, так, чтобы вам было видно. И обратите внимание по направлению моей руки, вот здесь есть дорожка. Если вы хотите, вы и здесь тоже можете размещаться, чтобы вам было все видно, чтобы все было в доступе вашего поля зрения. Пожалуйста, вставайте. Леша, подойди быстро. Леша, подойди, говорю, быстро. Дай телефон ему дай. Леш, там поток идет? Дисконнектинг. Все, тогда идите сюда. Сюда идите. Гости дорогие, все подошли? Все, идите сюда. Там кого-то еще, Михаил Юрьевич? Катя, говорю, идите сюда, все. Быстрее. Нет, давай. Перед тем, как мы приступим к открытию графического удмуртского сада, друзья, просто насладитесь этой красотой, прекрасным колоритом, атмосферой. То, что сегодня с нами происходит, погода нам сегодня и правду говорит. С нами прекрасные гости, с нами прекрасные люди, хорошее настроение. Наслаждайтесь этим моментом, и скоро мы будем продолжать. Все. Уважаемые дамы и господа, дорогие гости, развитие садово-паркового ландшафтного дизайна и ландшафтного искусства тесно связано с развитием цивилизации. С древних времен люди не только селились в благоприятных природно-ландшафтных условиях, но и стремились создать уголки облагороженной природы, сады
и парки. У многих народов есть традиции создавать парки. Ярким примером может служить японский сад. Его каноны и концепция, которые создавались на протяжении 10 веков. Но мы не располагаем таким количеством времени, задач очень много. И чтобы достойно войти в новую эпоху исторического развития человечества, нам тоже нужно отразить свое национальное видение взаимоотношения Вселенной и человека в садовом искусстве. И сегодня в честь 30-летия отдела интродукции и акклиматизации растений Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук мы рады с гордостью объявить об открытии этнографического Удмуртского сада. И сделать мы это хотим в лучших традициях жанра. Для официального открытия Удмуртского сада мы приглашаем торжественно перерезать красную ленту директора центра Михаила Юрьевича и идейного вдохновителя создания Удмуртского сада Александра Владимировича. Прошу. Вы знаете, друзья, что красная лента – это символ успеха, создания чего-то нового, нового этапа, ожиданий и надежд. Еще древние римляне строили арки для встречи своих воинов-победителей. Затем эта традиция распространилась и во многих странах мира. Красная лента символизирует начало нового, только что рожденного, а разрезание приносит при умножении всего перечисленного как минимум вдвое. И вот и мы воспользовались этой доброй, красивой традицией. Поаплодируйте этому событию, пожалуйста. Ну и чтобы у всех возникло четкое понимание сегодняшнего мероприятия и в чем же заключается идейный замысел данного события, я приглашаю главного научного сотрудника отдела интродукции и акклиматизации растений Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, доктора сельскохозяйственных наук и автора идеи создания этнографического Удмуртского сада Федорова Александра Владимировича. Добрый день. В основе создания Удмуртского сада лежат многовековые традиции садово-паркового искусства, отношение удмуртов к природе, их взгляд на взаимоотношения и взаимодействие человека и Вселенной, а также современные планировочные приемы, актуальные для настоящего времени. Центральным композиционным элементом этого сада являются, конечно, ворота. Ворота символизируют это вход. Вход в такой гармоничный мир, когда человек живет в гармонии с природой. Вход в другой это своего рода портал, который позволяет человеку немножко по-другому взглянуть на житейские какие-то моменты. Ведь издревле считается не только у удмуртов и других народов, что природа – это обиталище богов. И поэтому многие элементы сада символизируют каких-то определенных божеств и так далее. Здесь, например, многие растения связаны с удмуртским эпосом. Основные, главные растения – это ель, береза, сосна. Сосна, например, символизирует бога неба, ель – бога, который отвечает за погоду, и береза – бог, который отвечает за плодородие. Ну и как же без родников наша удмуртская земля? Ведь всем известно, что Удмуртия – это страна родников, край родников, родниковый край. Поэтому обязательный элемент это родник и водное устройство. Ну и всем известен легендарный талмас. Растение с яркими желтыми цветками, которое привносит радостное настроение во время цветения. И, естественно, и талмас находится в нескольких планировочных элементах сада. Это в композиции у входа с ирисом сибирским, отдельно куртины талмаса и отдельные солитарные посадки.
С учетом того, что мы строим сад для современного времени, который будет использоваться в городе, в придворовых территориях, может воплощаться и на приусадебных участках. Поэтому мы здесь тоже вот разместили композицию ирисов и талмаса непосредственно, где расположен фундамент и останки стенки веранды, когда-то бывшей вот, у детского сада. Поэтому и в черте города, когда люди будут создавать сады, то они могут использовать различные приемы для того, чтобы привлечь дух удмуртского сада на свою территорию. И учитывая, что Удмуртия — это холмистый регион, обязательным элементом являются это холмы. Но в отличие от других садов, мы включили земляничный холм или земляничную поляну. Удмуртия — край земляничный, и поэтому земляника удачно вписалась и в организацию цветника, миксбордера, в качестве бордюрной посадки. Несколько сортов земляники ремонтантной мы высадили на земляничную площадку. Есть даже вот обнажение глины в нашем саду, как на горе Байгурезь. И растения-охранники. Это можжевельник. И, естественно, будет в саду растение, символизирующее благополучие. Это рябина обыкновенная. Сад решен в виде модулей. Вот каждый элемент садово-парковой композиции — это как модуль, который можно использовать при создании таких садов. И в данном случае мы постарались воплотить как бы полную концепцию удмуртского сада. Это удмуртский сад полного стиля. Но можно использовать и не все модули для создания такого удмуртского сада. И главная идея — это сохранить и развить национальные черты в садово-парковом строительстве, садово-парковом искусстве. Спасибо. Друзья, поаплодируйте погромче за очень доступное, информативное, прекрасное выступление. Вы знаете, друзья, что создание удмуртского сада было бы невозможным без решения материальных и организационных вопросов. Поэтому я приглашаю к микрофону представителя оргкомитета, человека, который принял участие в организации открытия экспозиции «Удмуртский сад», руководителя Удмуртского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Мамаева Николая Леонидовича. Поприветствуйте. Добрый день всем участникам конференции. Значит, что меня сюда привлекло? Михаил Юрьевич говорит, вот смотри, у нас есть такой замечательный проект. Значит, еще буквально месяц назад, ну, просто была трава, да, там просто был какой-то холмик небольшой. Вот, и я сейчас, приехав, посмотрев, ну, как бы посмотрели, что это будет. Вот, сейчас это просто колоссальное. Ну, посмотрите, какая красота, да, это вдохновение, скажем, автора проекта, да, с тем, что он знает вот каждый цветочек, каждую лужаечку, как правильно разместить. И, соответственно, это все нам дает, ну, такой красивый ландшафт. Вот. Ну, соответственно, мы хотим со своей стороны от опоры данный проект дальше продвигать на других территориях. Я думаю, город Ижевск будет, ну, к этому, ну, благосклонен и даст нам какие-то площадки для того, чтобы данные вещи и дальнейше развивались на территории Удмуртии. Самое главное, что есть вдохновители, есть идеи, есть ну, какие-то такие вот интересные люди, да, которые могут дать, ну,
смыслы, дать силу, дать для детей, для студентов, для взрослых, для разных людей, дать вот именно вот эту силу из прошлого, да, там, из историй, из из истории, да, скажем так. Немножко волнуюсь, потому что, такое событие, я думаю, для Удмуртии, для начала, оно очень важное. Хочу поблагодарить всех участников еще раз, да, спасибо вдохновителя и организатора Михаила Юрьевича, и всех участников, предприниматели будут участвовать и развивать данную тематику в будущем. Спасибо. Мы благодарим вас за ваше участие. Давайте поаплодируем еще раз, пожалуйста. Согласно принятой доброй традиции, сегодня в честь открытия Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Фундаментальные прикладные исследования в интродукции растений и сохранению биоразнообразия» будет высажено памятное дерево рябина в знак уважения к традициям удмуртского народа. Ведь удмурты не случайно всегда рядом с домом сажали рябину. По их поверьям, рябина защищает от злых духов. Рябина — это оберегающий и объединяющий символ, который есть на гербе столицы Удмуртии Ижевске. Высаживается рябина, стелющейся формы, привитая на высокий штамп рябины, обыкновенной сотрудниками отдела интродукции и акклиматизации растений, имеющая красивую зонтиковидную форму кроны. И в честь открытия этнографического удмуртского сада для высадки дерева я приглашаю наших почетных гостей. Да, друзья, вы можете направить свои объективы на это прекрасное событие. Наши гости готовы высадить то самое дерево, ту самую рябину, как символ оберега удмуртского народа. Если есть желание подойти поближе, не стесняйтесь, пожалуйста, подходите, дорогие гости, и разделите этот момент вместе с нами. Друзья, поддержите аплодисментами, пожалуйста. Друзья, я поздравляю вас с этим событием. Мы высадили рябину. Давайте поаплодируем, пожалуйста, нашим замечательным гостям, нашим участникам. Пускай эта рябина радует всех нас и действительно служит тем самым символом удмуртского народа. Дорогие гости и участники конференции,
Вместе с вами сегодня мы открыли сад, высадили памятное дерево, узнали для себя много интересной и полезной информации, и это действительно прекрасно. Сохраняя хорошее настроение, предлагаю вновь поприветствовать наших специально приглашенных гостей, которые себя уже зарекомендовали перед всей нашей зрительной аудиторией во всей красе. Это фольклорный ансамбль «Бабушки» из Буранова. Дорогие гости, вы слышали наши красивые удмуртские песни, но надо признать, что не благодаря красивым песням мы стали известны, а известны стали благодаря песне, которая прозвучала на Евровидении. Хоть она и нам не родная по корням нашим, но мы, удмурты, народ такой, мы приспособимся ко всему. Как наши растения приспосабливаются к нашим скудным землям, так и мы, удмурты. Мы приспособились, спели от души эту песню, и в душах зрителей это нашло отклик. Поэтому мы начнем наше выступление с хита Евровидения «Party for Everybody Dance». Бабушки готовы? А мы поддержим аплодисментами. Everybody dance, come on and dance, come on and dance, come on and boom boom. Korkatırık nıpıyorsa berkeze musası, korkatırık nıpıyorsa berkeze musası. Gözlerime dişalono takış etmem anketto, gözlerime dişalono ektili foto. Kırcalım жон, 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 ektom, hoş пожали. Kırcalım жон, 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 ваньмы чоши. Party for everybody dance. Come on and dance. Come on and dance. Come on and party for everybody dance. Come on and dance. Come on and dance. Come on and boom boom. Koçışeno şumpotena buniyeno şumpote. Koçışeno şumpotena buniyeno şumpote. Mılıkıdı kapçıyano şumpotone paçılme. Mılıkıdı kapçıyano şumpotone. Kırcalım жон, 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 комли хош пожали. Кырджалым жон, 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 ваньмы чошет. Party for everybody dance. Come on and dance. Come on and dance. Come on and party for everybody dance. Come on and dance. Come on and dance. Come on and boom boom. Вечно марного им чай буйного. Калама мара. Она на кудрявом бергало. Party for everybody dance. Come on and dance. Come on and dance. Come on and party for everybody dance. Come on and dance. Come on and dance. Come on and boom 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 dance. Браво! Спасибо большое. Нам нужно будет еще микрофон, Святослав. Сейчас мы будем под гитару вживую петь. Мы спели для вас под плюс. Вы поняли? Мы уж теперь крутые бабушки, знаем, что такое плюс, что такое минус. Вы прощаете нам, что мы спели под плюс? Спасибо. Но мы все равно слышали, что вы пели. Даже... А как же, как же. Смотрите, до того, как попасть на Евровидение, мы ведь посмели еще перепеть на удмуртском языке известные хиты. Рок-песни, вы представляете, бабушкам за 70 тогда было, а сейчас уже за 80 нам. И я хочу предложить вам поиграть немножко, пусть будет у нас обстановка, как в деревне у нас. Домашняя, семейная, хорошо? Бабушки приготовили вот такие куклы.
Но их надо заработать. Надо угадать песню. Мы будем петь на удмуртском языке. Вы угадываете и получаете вот эту замечательную куклу. В такой хороший день надо загадывать желания, и пусть ваши желания исполняются. А они на самом деле исполняются. Я сама себе удивляюсь, когда я вот говорю. Было много историй. Ну что, готовы? Микрофоны подали? Угу. Путер-путер пілічки муз'єм вели, лимитать так на пурища, лякали то, що бредвиле, город шобурським щуре свиче, но швайца зуяло білем йос, висасаю гиду не єс, но швайца з горно чущин йос, город ликих щур старес. Шунтамын кижелиен, не воскудызлем шунды. Ну что? Ага. Ну мужчинам нельзя отказывать. Тем более у дедушек у нас, видите, всего один дедушка. Да. А мы поаплодируем. Так, давайте вторую музыкальную загадку. Злизін вам ули, вань пайми мондуне, пыцашки штем капка осыс, яркит кижелиес, выем содуне, турин шашка полын, ажилым те пошурьосыз, эркин ветлотын. Город Золотой. Очень скромные сегодня зрители, очень скромные. А вы знаете, дело в том, что они с огромным удовольствием вас дослушивают, но руки поднимают все сразу. Да. Хорошо, хорошо. Мы проигрываем Галине Николаевне. Она у нас спортсменка, у нее первый разряд по лыжам, и она не любит проигрывать. Мы сейчас что-нибудь этакое исполним. Çalmı tulça olsun, kısamuk olsun, buş tramvayosın, kecik tılıyorsun, pıtsam asıyorsun, no pıtsam şulamıyorsun, uyet şobırdı, бачим городес. Ну что, сдаетесь? Сдавайтесь, видите лицо, какое у Галины Николаевны уже. Сдаетесь? Сдаемся. Не переживайте, мы тоже эту группу не знали. Это очень крутая американская группа Red Hot Chili Peppers, так сложно называется, да. Просто у нас в друзьях очень много молодых музыкантов. А песня на самом деле хорошая, хорошие слова в этой песне. И давайте Яратыш Шуламюсна. Yaratış, yaratış, yaratış ulemyor. Kujmane, kujmane, kujmane daş banze. Yaratit, yaratit, yaratit ke açi. Valalot, valalot, valalot тонсоє. Ну тут я уж не знаю, А кому вот подарить. здесь, вот Да. здесь вот очаровательная девушка первая сказала, Да. я прямо слышал. Мы любим песни про любовь, потому что любовь — это великое чувство. Все ведь это живет за счет любви, правда же? Так, и давайте еще одну нашу любимую. Коли мы заговорили о любви, нашу любимую песенку. Duricino kudrele kaşkem, vurşapık muz yemeke bıçak. Oşmeset kwaş kwaş gezdir şoka, şurdurin medlos korkayet, korkatır medlos pinalık, Cecnimir medlos kalıkın, Markulena tınıdna mınım, Tovanьмыз Маркутом Шарамы Сованьмыз Маркылёз Ашмелыш. Угадали?
Ну, конечно. Давайте споем вместе. Давайте. Ваша работа ведь она такая, это же на века остается ваша работа. Давайте. Это все, Что останется после меня? Это все, что возьму я с собой. Аплодисменты. Я рассказала бабушкам, из каких городов к нам приехали. В большинстве городов, вот мы уже у вас были, и даже в Сочи. И в Сочи мы попали по своему желанию. На открытие Олимпийских игр мы не попали, пока раздумывали, деньги у Олимпийского комитета закончились. И мы полетели за свой счет и встречали Олимпийский огонь на Красной Поляне песней «Ветерок». Святослав, включите нам эту веселую песню. Жалко, что тут идет экзамен, мы бы тут жахнули, да? Давайте поддержим аплодисментами. Вот тебе моя рука, где, дружок, твоя рука? Встанем рядышком с тобой, песню запоем. Будет рядом нам теплее, вместе будет веселее. Хороша ты, посмотри, матушка земля. Музыка играет, ветерок шумит, песня заводная. Летит, музыка играет, ветерок шумит, песня заводная. Поддержим, поддерживаем. Музыка играет, ветерок шумит, песня заводная. Летит, музыка играет, ветерок шумит, песня заводная. Летит. Музыка играет, ветерок шумит, песня заводная. Летит, музыка играет, ветерок шумит, песня заводная. Летит. 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 Браво! Спасибо, спасибо большое. И еще одна красивая песня. Вы еще от нас не устали? Не можем мы от вас уехать, не спев нашу удмуртскую песню. Удивительно красивая мелодия. Сохранила для нас эту мелодию моя мама. К сожалению, ее уже нет. Она ровесница бабушек. Но песня-то звучит. Песня об Италмасе, но недалеко не об Италмасе. Италмас — это наш цветок, символ удмуртов. И хорошо, что, я думаю, скоро из Красной книги выйдет Италмас, потому что бабушки даже не любят букеты, когда им вручают. Вот у нас сидит это язычество, особое отношение к природе. Они даже не любят, когда срывают. Они даже просят прощения, когда веточку сорвут или листочек. Разве это неправильно? Вот надо, чтобы рядом с бабушками были наши детки. Тогда будет у нас в жизни все хорошо. Для вас звучит песня «Италмас». В руках у бабушек колокольчики со всей России и не только. Они будут сегодня звучать для вас. Италмас.
кудир, жартури не палин, чебірський чашка кудир, учиє тіліни золоти, юрадай кирдя шолоди, кікиє чілетеє, шимре тощул месони, кікиє чілетеє, шимре тощул месони. Неказистой родилась, простоватой родилась, средь толковой знаю я, есть и место для меня. Средь толковой знаю я, есть и место для меня. День придет нам сиять грех, день придет расти детей, день придет нам песни петь, белый свет нам посмотреть, день придет нам песни петь, белый свет нам посмотреть. Громкие аплодисменты. Спасибо большое, спасибо. Может, где-то мимо нот вы нас простите, но от души. От души. Спасибо, сейчас мы с вами сфотографируемся. Да, еще бабушки где-то. фотографироваться хотят? Посадим двух бабушек, им тяжело стоять. Да, да, да. Ну, а пока у нас, дамы и господа, идет небольшой процесс фотосессии, я предлагаю продолжить наслаждаться колоритом удмуртского народа, этносом Удмуртии и обратить внимание на специально подготовленный стол с угощениями нашей национальной кухни. Это перепечи, здесь самовар стоит, вкусным чаем. Можете подойти, свободно подойти и угоститься. Прошу. Подходите, пожалуйста, угощайтесь, дорогие гости. Кать, поговори. Раз, два, три. Все, можно сказать. А мы напоминаем, что мы сегодня находимся в Удмуртском федеральном исследовательском центре Уральского отделения РАН. И сегодня здесь стартует очень большое событие для научного мира
нашей республики. Это научная практическая конференция, на которую приехало очень много ученых, не только из других городов, но и из других даже стран. И пока гости расходятся, готовятся к следующим мероприятиям, мы еще немного пообщаемся с директором исследовательского центра. Сейчас, минуточку, мы его подождем. Я пока отвечу на один из вопросов, которые задавали наши подписчики. Как можно посетить вот этот японский сад, удмуртский сад? Действительно очень красиво здесь, причем это только небольшая часть территории, вот, прилегающей к научно-исследовательскому центру, но, к сожалению, просто так на нее прийти нельзя. Можно записаться, здесь проводятся лектории. Вот можно через официальный сайт исследовательского центра записаться на этот лекторий, и в него входит уже экскурсия. То есть всю информацию можно узнать на официальном сайте. Пишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам сегодняшний концерт, интересно ли вам будет сюда прийти в рамках экскурсионной группы. Спикер-то у нас будет сейчас, нет? Михаил Юрьевич, да, здравствуйте еще раз. Давайте Да. расскажем то, что не успели. Расскажите, пожалуйста, немножко о самом исследовательском центре. Вообще, какие отделы сюда входят, чем они занимаются? Центр был создан решением Академии наук и правительства Российской Федерации в 2016 году следующим образом. Вот академические учреждения, которые были или есть на территории Удмуртии, это физико-технический институт, институт механики, институт истории языка и литературы, НИИ сельского хозяйства. И отдельно тогда был отдел вот интродукции. Они были объединены в единое юридическое лицо, которое называется Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук. Они вошли в этот центр как не юридические лица, а как структурное подразделение, ну, по аналогии вот с факультетами в университете. Но мы сохранили за ними название, брендинг, научные школы, научные направления и так далее. 80% усилий центра сосредоточено в естественно-научном контуре. Это физики, материаловеды, химики, математики. Миссия центра в этом контексте состоит в обеспечении опережающего развития Ижевской оборонной агломерации. Да. Мы режимное учреждение, ведем работы в интересах обороноспособности страны, но у нас есть и социогуманитарное направление очень мощное. Это Институт истории языка и литературы, биология, НИИ сельского хозяйства, вот отдел интродукции. Через эти наши структурные подразделения мы присутствуем в общественной повестке республиканской, городской, федеральной. Мы по известным причинам не можем говорить о тех работах, которые мы проводим в интересах предприятий крупных, по известным причинам. Но вот такие вот вещи социогуманитарного профиля мы, конечно, стараемся через них доносить до жителей, до общественности, что такое Академия наук, чем она занимается. Михаил Юрьевич, спасибо. Еще давайте пару слов скажем про мероприятие, которое вот сегодня стартует. Что это за конференция, насколько она крупная и часто ли у нас такое вообще бывает? Нет, давно такого не было. И вообще вот это сообщество, оно обделено, видимо, вниманием, потому что когда мы разослали приглашение, откликнулись 25 регионов России, 5 стран.
Вот. 135 заявок. То есть вот специалисты, труженики, которые работают с живой природой, они в неком смысле в рыночных отношениях оказались, ну, на мой взгляд, неоправданно забытыми. Поэтому мы очень рады и благодарны тем, кто приехал, тем, кто откликнулся. Сама конференция, она научная. Вот сейчас мы просто, вот, научная повестка, научный форум, где будут специалисты обмениваться теми достижениями, приемами, теми мыслями, как развивать разнообразие, как сохранять многообразие растений. Вот конкретно на этой территории, вообще вот в Российской Федерации, вообще на этой планете. Мы живем благодаря растениям на самом деле. Все верно. Большое вам спасибо. Удачи вам, чтобы Спасибо вам. все прошло хорошо, чтобы прозвучали интересные доклады. Спасибо. А мы с вами сегодня уже прощаемся. С вами была Екатерина Ардашева и Алексей Гаврилов. Всего доброго. Всем всех благ.